Третий момент. Протесты Шора в Камрате, да. Ну, на этой неделе в один из будних дней был протест в Кишиневе. Следует отметить, что протесты стали немножко агрессивнее, да. Сначала блокировали дорогу на въезде в Кишинев со стороны ставчан, да, и они не становятся многочисленнее, да, они просто становятся более такие провокационные, скажем так, да. Потом в центре попытались протестовать, опять во главе Марина Таубер, там какие-то пытались организовать какие-то столкновения с полицией, с карабинерами, да, в общем, как бы пытаются раскачать лодку, и это, в принципе, подтверждает заявление украинской разведки, украинское руководство Украины и руководство Республики Молдова о том, что есть сценарий по насильственной смене власти. И этот сценарий, в данном случае, с моей точки зрения, реализует партия Шор. Теперь они запустили новую тему. Если раньше осенью, да, они там раскачивали лодку, пытались раскачать и мобилизировать людей лозунгами о том, что мы замерзнем, лампадки, буржуйки и так далее. Никаких лампадок, никаких буржуек, пережили зиму, слава богу, да, пришлось экономить, чуть дороже, чем обычно, но все работает, система работает, школа работает, люди не замерзли, все в порядке. Теперь они пытаются нагнетать обстановку вокруг того, что якобы Майя Санду втягивает Республику Молдову в войну. Да? А чем Майя Санду втягивает Республику Молдову в войну? Тем, что Республика Молдова, сохраняя свое достоинство, и руководство Республики Молдова, сохраняя свое достоинство, называет агрессора агрессором, называет войну войной и солидаризируется со своим соседом, который оказался в этой ситуации, против которого пошли с войной, уничтожают его инфраструктуру, уничтожают это государство, уничтожают наших соседей и граждан нашего соседского государства. Какую еще позицию могло принять в этой ситуации руководство Республики Молдова, кроме как не ту, которую они приняли? И также упрекают, что якобы вот мы своими разговорами о безопасности как бы кличем на себя беду. Ну, извините, господа, но оно же понятно, что с безопасностью Республики Молдова дела обстояли очень плохо. И пора бы уже что-то делать с этим, да? Обеспечивать свою цифровую безопасность, информационную безопасность, укреплять военный потенциал. Да? Это все вопросы безопасности. Граждан Республики Молдова нужно защищать от попыток вторжения, от попыток дестабилизации ситуации, от попыток срыва или дестабилизации конституционного строя, насильственной смены власти. Это все вопросы безопасности и все вопросы стабильности в этой стране. Понимаете, если, я, конечно, прошу прощения, но вот если сторонники Шора придут к власти, тогда мало всем не покажется, понимаете, тогда не будет никакой демократии, никакой свободы слова, вообще ничего не будет. Никакой поддержки стран Запада, и Республика Молдова просто находясь между Румынией и между Украиной, которая воюет с Россией и Европейским Союзом, который поддерживает Украину, просто окажемся в очень нехорошей ситуации и станет гораздо хуже, чем есть сейчас. Я понимаю, что тяжело, но поверьте, может быть еще хуже. Поэтому призываю органы власти и правопорядка как бы держать как бы марку, да, и справляться с теми вызовами. Желаем удачи им, да, в том, чтобы справляться с теми вызовами, которые перед ними стоят, и защищать конституционный строй Республики Молдова, и защищать тот мир и безопасность страны, которые сейчас есть. Но партия Шор попыталась провести протесты и здесь. Да, на прошлые выходные было заявлено, что какая-то молодежная организация «Старт», очень близкая, не то что очень близкая, но фактически молодежная организация партии Шор, организует протесты здесь, в Камрате. И призвали молодежь прийти и поддержать эти протесты в Камрате. Но наш репортер был там, и там оказалась пустая площадь, никто не пришел. И тогда что получается? Что как бы если партия Шор не платит, то никто не выходит на протест? Или, может быть, у гагаузской молодежи все в порядке, и они не разделяют те призывы, те беспокойства, которые пытается нагнетать в Республике Молдова партия Шор? Либо то, либо другое. Они сказали, что они потом пришли из Гагаузии, переиграли на Тараклину, но наши коллеги в Тараклии сказали, что там в воскресенье тоже не было никаких протестов и никаких митингов там тоже не было. Получается, что как бы не могут они привлечь на свою сторону людей.
Понятное дело, что в Кишиневе там абсолютно все люди, которые вышли, они идут туда за какие-то бонусы, потому что если бы это был аутентичный протест, это было бы выглядело несколько иначе. Но вот мы видим, что партия Шор не могла справиться, и на помощь приходят самопровозглашенные гагаузские патриоты. Вот Михаил Влах приходит на помощь партии Шор и 12 числа организует протест в Камрате. Да? На эти выходные его сторонники организуют протест, ну, митинг, пробную версию, я так понимаю, в Вулканештах. И я так понимаю, что там будут звучать абсолютно те же самые лозунги. Мы же видели, как это все было в августе прошлого года, да, и осенью этого года. Да, все начиналось вроде как бы за цены, да, но заканчивалось вот так, как это будет, мы сейчас увидим на видео. Мы это уже неоднократно показывали, давайте посмотрим еще раз. Коллеги, покажите, пожалуйста, это видео, чем заканчиваются обычно митинги в Камрате, организованные так называемыми гагаузскими патриотами. Ну вот, пожалуйста, да, то есть Россия, Путин и так далее. Мне просто сейчас интересно, будут ли заявлять депутаты Народного собрания, ждут ли они еще Путина с Кавармой и Кабарне. Надеюсь, как бы за это время, ну, там, когнитивные способности дали о себе знать, проявили свое наличие, да, и пора бы уже понять, да, что как бы Россия эту войну, очевидно, проигрывает. Да, даже если вы на стороне России, как бы поймите, она проигрывает эту войну. И тут нужно думать, каким лицом мы будем выглядеть, и как мы будем дальше общаться со своими соседями, как будем смотреть в глаза соседям, которые явно эту войну выигрывают, и они выстоят в этой войне. Да. Я надеюсь, как бы, ну, вообще лучше было бы эти протесты свернуть, да, но ради бога, да, если организовали, то хоть достойно их организуйте и достойно их проведите, чтобы, не знаю, там, не позорить Гагаузию, чтобы Гагаузия потихонечку начала выходить из этой всей ситуации с чистым лицом. Да? Да, осенью, вот тут мне напоминают, боялись, что все умрут с голода, замерзнут, не замерзли, с голоду не умерли. Вот интересно, что они сейчас, вокруг чего они сейчас будут нагнетать, да. Уверен, там румынский язык поднимут, да, но про румынский язык я уже говорил сегодня, да. Давайте не будем повторяться. Это не наше право, это не наше дело, как называть язык, которым мы не владеем, и как называть язык тех, кто является носителем этого языка. Но почему-то, да, вот мне подсказывают, никто не критиковал Влах за то, что Влах призывала учить румынский язык. Да? Влах же и называет язык румынским, она не называет его молдавским. Да? То есть как бы к Влах никаких претензий. Да? Влах не подписала закон о снижении избирательной явки избирателей, к ней никаких претензий. Да? Называет язык румынским, никаких претензий. Все претензии к Кишиневу, все претензии к тем, кто имеет право принимать, как называться этому языку. Но вот опять же, да, то есть это демонстрирует, что Гагаузия используется как инструмент дестабилизации ситуации в Республике Молдова и против государственности Республики Молдова, да, и в угоду России. И это я констатирую с очень большим сожалением, потому что если бы Гагаузия действительно была гагаузской автономией, направленной на внутреннее развитие гагаузской автономии, то здесь происходили бы совершенно другие политические протесты, и не происходили бы такие протесты, которые, по сути, подыгрывают протестам партии Шор, которые уже захлебываются, очевидно захлебываются. И тут Гагаузия опять решила прийти на помощь, да, то есть как бы протянуть руку. Так называемые гагаузские патриоты решили, с моей точки зрения, протянуть руку помощи. Я надеюсь, как бы, ну, я предполагаю, но я абсолютно уверен, что вот 12 марта мы увидим подтверждение этим словам, да, что там будут звучать опять пропутинские лозунги, пророссийские лозунги, да, и ничего общего с экономической и политической ситуацией в Гагаузии они иметь не будут, да, а будут подыгрывать Марине Таубер и Илону Шору, который, напомню, обвиняется в краже миллиарда, единственный человек осужденный, да, за кражу миллиарда, который скрывается от молдавского правосудия. Вот когда так называемые гагаузские патриоты будут делать что-то, то они должны думать, на чьей стороне они играют и в чьи ворота они играют. И пора бы уже тоже, да, то есть задуматься о том, что нужно бороться с коррупцией, нужно бороться с воровством. Тогда что получается, да, мы поддерживаем воровство, мы поощряем коррупцию, да, то есть, как бы, ну, мы не такие богатые, чтобы это поощрять, и
И вообще это никто не должен поощрять. Если мы действительно заботимся о нашем развитии и хотим стать частью цивилизованного общества, то мы должны немножко вести себя, с моей точки зрения, применять немножко другие тактики и менять политический дискурс, менять политические задачи перед автономией и вести себя немножко иначе, с моей точки зрения. Это призыв к политикам, призыв к тем, кто называет себя политикой, да, и хотелось бы услышать мнение тех же кандидатов, Башкана, их мнение по всему тому балагану, который организуется партией Шор, да, и тому балагану, который организует, не знаю, там, те, кто стремятся на помощь, ЧПДЛ идут на помощь к партии Шор. Вот хотелось бы услышать мнение кандидатов в Башкана по этому поводу.